Якутия – самая северная и холодная часть нашей страны. Вечная мерзлота и долгая зима не благоприятствуют занятию земледелием. Лесов для промышленной охоты немного, зато неплохие условия для разведения оленей и лошадей. Якутская лошадь – настоящий северный житель, морозостойкое животное. У нее густой подшерсток и длинная шерсть. Круглый год лошади живут на открытом воздухе, даже зимой добывая себе траву из-под снега. Большинство лошадей в полудиком состоянии, так как табун практически все время проводит на природе. Контакт с человеком минимальный. В Аймяконском районе многие хозяйства занимаются табунным коневодством. При нетребовательном содержании от лошадей получают вкусное мясо, из молока кобыл полезный кумыс. Прирученных лошадей используют при перевозке тяжестей и под седлом. Сегодня мы расскажем об одном коневодческом хозяйстве. Петр Протопопов – мужчина еще молодой, но уже уважаемый. Глава племенного хозяйства по табунному коневодству. Как он рассказывает, в 2012 году стал индивидуальным предпринимателем. Через год получил грант «Начинающий фермер». На сегодняшний день в Аймяконском районе численность лошадей составляет 3740 голов. Из них из ХПК Силисполис Холода 238 голов лошадей, в том числе 177 кобыл. Изначально председатель кооператива Протопопов Петр Никифорович в 2012 году начал свою деятельность как крестьянское фермерское хозяйство. На момент создания КФХ было 34 лошади. В 2013 году он выиграл грант по программе «Поддержка начинающих фермеров». Была проведена большая работа для становления кооператива как Силисполис Холода. ХПК Силисполис Холода был создан в 2018 году. Основной целью кооператива является разведение якутской породы лошадей янского типа. Кооператив является молодым и развивающимся с хорошими результатами прироста лошадей. В 2019 году получили субсидию на финансовое обеспечение части затрат на строительство коневодческой базы. В 2020 году кооператив стал племенным хозяйством. В этом году на республиканском мероприятии «День коневода-табунщика» с ХПК Силисполис Холода заняли первые и третьи места в номинации как лучший жеребец, как лучший племенной жеребец янского типа якутской породы. Работа в табуне тяжелая. В любой мороз, в любую погоду нужно делать свое дело. Не каждому по силам, поэтому найти помощников сложно. Сейчас у меня в хозяйстве 3 коневода и 2 чумработников именно на базе. Эту зиму мы прозимовали очень хорошо. Сена много, корм хороший. Планы на будущее увеличить поголовье до 1000 голов и больше. Конебаза расположена в местности Арбайдах. Место красивое. Одна проблема – медведи. С весны начинают нападать на лошадей. За прошлое лето задавили 5 взрослых и больше 2 десятков жеребят. С 2015 года начал проделывать работы, чтобы стать племенным хозяйством. Работа была трудная, долгая. В 2020 году я стал племенным хозяйством. Было проделано очень много работы. И в 2019 году выиграл грант на строительство конебазы. На конебазе все обустроено. Дом, гараж, баня, электричество и даже телевидение. В 2021 году насчитывается 235 голов в общем. Из них 177 маточное поголовье.
каждый год рождаемость 75, 80, 85%. Постоянно каждый год. С приходом весны забот у коневодов прибавляется. Наступает время рождения жеребят. Ну, сейчас сезон весной сейчас выжребка. И задача коневодов получить наибольший процент приплода, сохранением поголовья, уход за животными. И наша роль в коневодстве и в целом в сельском хозяйстве заключается в сохранении благополучной эпизодической ситуации в районе. Также мы выполняем противоэпизодические лечебно-профилактические ветеринарные мероприятия. Выезжаем сезонно, осенью, весной. Ну, по необходимости и в другое время можем выехать, там, если необходима наша ветеринарная помощь. Соответственно, коневодам помогаем советами. Ну, они спрашивают в тех или иных случаях, что делать. Допустим, если мы оперативно не можем приехать. Коневодство, думаю, очень важная вещь в сельском хозяйстве. Существует несколько версий о происхождении якутской лошади. Одна из них предполагает, что предком ее была белая тундровая лошадь, существовавшая в один период с мамонтами. И почему-то хочется в это верить.